как по нашему обычаю в северном крае будем кормить духом, тем более у нас сегодня такой гость. Поэтому по нашему обычаю я очень рад, что столько народу собрали вы. Мы всегда тут ежегодно встречаемся, туристы. Туда я вижу, очень мы давно за ковидом не встречались. Очень рад, вот вы нас собрали за 2 года. Сейчас поэтому я буду духом кормить, потому что наш край очень холодный, северный, без огня, как говорится, никуда мы. Все, спасибо большое вам, там очень рады. И вот отсутствовала вне дома, скажем так, не месяц, а уже полгода, может быть, прошло. То есть настолько много было событий, настолько насыщенно был вот это мое нахождение здесь, в Якутии, что у меня просто, я настолько переполнена впечатлениями всех событий, что, может быть, буду сумбурно рассказывать. Вы уж извините, и в случае чего задавайте вопросы, и я выясню что-то. Ну, давайте сначала мы сделаем маленькую преамбулу. Садитесь, Марина. Марину Галкину знают все те, кто здесь собрались. Это известная путешественница, талантливая журналистка, автор книги «Одна на краю света». Одну книжку она подарила нашей группе «Сол». И 4 марта мы встретили историю судьбы с ней и проводили ее в Сакыры, Ивено-Битантайский улус, где она провела 200-километровый лыжный переход. Ну, чуть покороче. Ну, чуть покороче, да. И мы ждали ее с большим беспокойством, все-таки якутские морозы, это якутские морозы. Тем не менее, оказалось, что Марина преодолела все трудности, она сегодня с нами и согласилась на встречу с любителями туризма Якутии. Когда мы видим ее фильмы, великолепные фильмы про Чукотку, Якутию, Магаданскую область, мы все ощущаем, как будто сами рядом с ней путешествуем. Вот такой талантливый человек, она не только, она как режиссер, отличный оператор. Давайте сегодня мы попросим ее рассказать о походе в Сакыры и задаем вопросы в таком теплой дружеской обстановке. На самом деле испытать себя в таком путешествии в зимнее время года, в суровый мороз, я давно хотела. В прошлом году вот я выбралась к Ивенам Хабаровского края на рыбалку в гости, и после этого хотела пройти, это тоже был конец, но это был конец марта, там морозы были 37 градусов, сначала мы провели неделю на рыбалке, у нас была палатка, печка, все было нормально, а потом я пошла, запланировала маршрут на примерно 200 километров, одиночный маршрут тоже, но у меня не было печки с собой, были широкие лыжи, и там была очень сложная тропежка, вообще в Хабаровском крае там гораздо больше снега. Короче говоря, где-то на 3-й день, ну, я, видно, раньше уже простудилась и заразилась, и я заболела. И, в общем, из этого путешествия я вернулась с температурой высокой, мне пришлось повернуть назад. И после этого у меня был некий такой, ну, страх перед зимними путешествиями. Но в этом году я решила этот страх преодолеть. Тем более, что к Ирине с Василием, людям, которые живут в труднодоступном районе на озере Дибала, здесь, на Верхоянском хребте, я обещала, что к ним приду этим мартом. Еще год назад я пообещала им. Я же была у них летом, и мне очень хотелось посмотреть, как туда вообще люди добираются зимой, какая вообще здесь зима, что такое морозы. И поэтому я решила не в конце марта идти, а в начале марта. И, в общем-то, это было очень здорово, потому что я поймала переход от зимы к весне. Это выглядело так. Когда я прилетела в Сакыры, я сделала пару выходов, ну, на лыжах такие тренировочные. Сначала, честно говоря, меня очень хорошо встретили, там, разместили в гостинице. Я повесила 2 своих градусника, у меня один был до минус 30, градусник для холодильников, до минус 30. И второй градусник был до минус 50. Но в первую же ночь градусник до минус 30, он, ну, сразу
К 30 он сломался, и больше он вообще не работал. А тот, который до минус 50, он как-то себя странно вел. Короче говоря, 6 марта было минус 50, но местные жители потом на нормальном, ну, по какому градуснике прислали эту фотографию. Но ощущение, ну, вы, наверное, привычны все-таки к якутским морозам, а у нас в Москве, ну, там минус 20 очень редко бывает. А тут, вот я выхожу, я утром, все, думаю, сейчас я пойду на лыжи, здесь вот пройду, посмотрю начало своего пути, осмотрюсь, и я выхожу, и я как вот какой-то в открытый космос выхожу. То есть я надела на себя все, мне было, ну, не то, что холодно, а как-то дышать, ну, в общем, было тяжело как-то. Страшновато. Я даже еще на один день задержалась. Но в понедельник я вышла, это было 8 марта. Вот, и в этот день, говорили, было 42 вроде утром. И все деревья, вот когда я шла, они были покрыты, ну, все были в снегу, очень красиво. Значит, я запланировала маршрут на самом деле я шла по буранному следу. В общем-то, ничего сложного. Потому что есть нитка путеводная, по которой ты идешь. По этому следу 25 марта, 25 февраля Ирина с Василием выехали из поселка Сыкыры с продуктами. То есть у них были тяжело груженные снегоходы, ну, у них были нарты. И они ехали к себе в тайгу на озеро Дейбалах, вот тот путь, который я должна была за ним пройти. Еще у меня была договоренность с местным инспектором Виктором Стручковым. Он мне обещал, что забросит в избушку, которая на середине пути в 100 километрах, немного продовольствия. Там мясо я ему заказала, печенье, сухари, килограмм риса, немножко масла. То есть у меня была такая, ну, чтобы была подстраховка на пути, мало ли что случится, я могу в этой избушке какое-то время там переждать, восстановить силы, ну и не тащить большой груз. На самом деле у меня груз был не очень большой, в общем, у меня вот рюкзак порядка 10-11 килограммов, где такое снаряжение для ночевки, одежда, и саночки, в которых я везла печку, палатку и все продукты. Вот, то есть у меня 10 килограмм за плечами, 10 килограмм в санях. Но сложность в том, что в большой мороз очень плохо скользят лыжи, и ты не катишься, а идешь все равно. И, в общем, я-то, в общем, спортсменка, я на лыжах много бегаю, я пробегаю там, для меня, 50 километров в день пробежать, нормально. С небольшой, правда, тропежкой, а тут по буранке. Но когда вот такой мороз и дышится, нельзя быстро разогнаться, нельзя дышать ртом, я все время себя сдерживала, только чтобы дышать носом. То есть, вот такие проблемы, что все время приходилось терморегуляцию регулировать. Жарко становится, тут же раздеваться, холодно, тут же одеваться. То есть я в день по несколько раз, в зависимости от самочувствия, переодевалась. И там выходишь наверх, вдруг становится холодно, или наоборот, спускаешься холодно, вверх поднимаешься, то есть там какой-то свой микроклимат еще. Но красота, конечно, вот когда идешь, она все скрашивает, все там невзгоды, если они какие-то есть. Значит, по пути я вела маршрутно-следовой учет, меня попросили смотреть следы, считать, и видела один след волка. На самом деле, вот говорили, вот волки, там надо опасаться, и... Мы, когда прилетела Марина в Якутск, мы на всякий случай купили сигнальные охотничьи патроны, да? Да, на всякий случай, если волк. На самом деле там следы были соболи, белок, там, а волка я всего один след видела. И волки... Скажите, сильно преувеличено, наверное, вот это вот страх перед волками. Марина, местные нам рассказали, что вот эта избушка, в которой вы все-таки отдыхали, да, там? Да. Порушил медведь. Поэтому... Это первая избушка, да. Но не то, что порушил, он проломил окна, и пришлось их заделывать полиэтиленом. Но это, опять же, туда поехал Михаил Колесов. Да, в первый день, когда я пошла,
Я думала, что они дойдут до избы. Первая изба была в 30 километрах. Но туда как раз поехал Михаил Колесов на нартах и заготовил там дрова и починил как раз избушку. И 20 километров он провез мой груз, то есть 10 километров я прошла, тут он меня догнал, они вообще предлагали мне ехать с ними, но я хотела сама идти. И 20 километров я уже шла налегке, и в этот день вот я под вечер дошла до избы. На самом деле, первый день я спала всего 2 часа, я же не акклиматизировалась, еще не перешла на местное время. И то, что первая ночь была в избе, можно сказать, в подготовленной избе, потому что уже там были дрова. Смотрите, Марина, нас еще местные пожурили за то, что мы вам не посоветовали одеть тормоза из чубуку, там, наколенники, и лыжи у вас были узкие. Расскажите о своей экипировке, как вы подготовились к якутским морозам? Ну, я, во-первых, насчет лыж, вот в прошлом году я в Хабаровском крае ходила на широких лыжах. Они тяжелые, там ботинки были специальные крепления, а я, в общем-то, спортсменка, бегаю на узких лыжах. И тут я, когда посмотрела, какие фотографии, какая здесь глубина снега, я поняла, что по буранному следу на узких лыжах это вообще самое то, что, идти очень здорово. Единственная проблема, что да, на беговых лыжах там крепления спортивные. У меня ботинки обычные лыжные ботинки, но они не новые. В новых тоже в путешествии особо не пойдешь, как бы они немножко разношены, поэтому у меня тут даже заплатки есть, но это не важно. Они обычные туристские лыжи, туристские ботинки, подкрепления беговые. Туда я вставляю обязательно толстую стельку подошву. На ботинки надеваю подбахильник. Надо сказать, что я в лыжные походы ходила не раз, ходила на полярный, приполярный Урал. То есть в Хибины, это на Кольском полуострове, я ходила раз 10. И всегда я в походы, в группе принято, что в снаряжение обязательно входят не только бахилы, но теплые подбахильники. Так вот, за всю свою практику у меня очень, не мерзнут ни руки, ни ноги, такое кровообращение. Я, может быть, раза 2 всего в походах надевала подбахильники. В этом же путешествии я каждый день шла только в подбахильниках. И если бы не они, я бы, наверное... То есть у меня вообще ноги не мерзнут. То есть, не знаю, сейчас покажу. Все очень просто. Это что за материал, Марина? Это подкладка, искусственный мех. Если был бы натуральный, можно из натурального. Сами шили. Сама шила, конечно. В качестве информации, Марина у нас почти профессиональная швея, она занималась пошивом, изобретением туристического снаряжения в свое время, да? Да, и мы делали даже коньки, катамараны, у меня самодельный каякник, с которым я пересекла первый раз Чукотку. То есть и лодки мы делали, конечно, палатки, спальники, все это самодельная палатка. Давайте перейдем к палатке еще. Да? Про палатку? Или про что? Давайте рассказывайте про бахилы. Про бахилы? Да. А что, про бахилы я все рассказала. Вот капрон, сверху капрон, снизу более толстый капрон, сверху потоньше. Дырочка под крепление, она сама прорывается, а все остальное вот защищено. В морозы бахилы обычно не рвутся, они обычно рвутся, когда слякоть в этой такая погода, а в морозы они долго служат. Что еще? Наколенники у меня тоже были. Из чего наколенники у вас? У меня есть флисы, просто утепление на коленях. Конечно, нужно. Палатка. Здесь главное хороший материал. На самом деле это еще из советских запасов. Крыша материала АЗТ. Раньше на полигонах закрывали танки, там, самолеты. Капрон Прорезиненный. Это даже не резина, какой-то ПВХ материал, но он очень хорошо держит ветер. И вес достаточно легкий, да? 1,5 килограмма весит палатка. Есть разделка под печку. Она на самом деле палатка, вот зимой очень легко ставить палатки, потому что снег там
раньше не было проблем, а тут снега так мало, что колышек в снег не закрепишь. Начинают топором забивать колышек, он не забивается, потому что промороженный грунт, и поэтому приходилось привязывать, ну, длинные палки привязываются к оттяжкам, растягиваешь эту, ну, как бы поперек палку кладешь, это закладка называется, даже такие делают в альпинизме, страховку, и вот эту палку просто засыпаешь снегом, она чуть-чуть подмерзает и достаточно крепко держит. Ну, конечно, любые кустики использовал для... А здесь у меня еще, на самом деле, здесь эта палатка, ну вот у пастухов, и у венов, и у якутов такого типа палатки. Для того, чтобы борта держались, я еще палочки к палочкам привязывал, и тогда борт держится. Ну, потом можете подойти, посмотреть поближе, пощупать. И печка у меня очень классная. Печку мы делали из титанового листа, такого, который гнется, еще не всякий титан гнется. Она очень легкая, весит 1,5 килограмма. Вот. И она хороша тем, что она экономная очень, длительного горения. То есть вот такой диаметр топки, и вот такого диаметра туда можно положить полено. И если, ну, сначала надо мелкими дровами потопить, чтобы угли были, потом кладешь вот такое полено, например, и полностью закрываешь поддувало. Ну, это можно просто консервной банкой, ну, я вот кружку использовала. Когда полностью закрываешь, то это полено, ну, я или 2 средних полежки оклала, и 4-5 часов там держится жар, то есть очень долго. И даже я не каждую ночь подбрасывала. Ну, когда было потеплее, даже до утра спала. А так ночью холодно, просыпаешься чуть-чуть. Подбросил очередную партию толстых дров и по 2-му разу засыпаешь. Все нормально. Титана, да? Да, из титана, она очень легкая. И на печке, естественно, я готовила. Здесь даже труба смещена, чтобы можно было вот с этой стороны тоже ставить какой-нибудь кружку, котелок. Ну, у меня кружка как котелок можно использовать. Внутрь вставляется баночка для сахара. Вот такое снаряжение. Ну, конечно, саночки очень удобно. В них что-то класть. Не знаю, если вы ходите, знаете, что надо просто саночки обвязать веревкой и через нее зашнуровывать груз, чтобы он плотно крепился. Еще мне подарили шкуру барана, чубуку. И я, ну, помимо того, тех ковриков, которые были у меня, стелила ее. А потом я эту шкуру научилась выделывать и сама выделала. И причем выделывать меня научила Ирина. Это, кто такие Ирина и Вася? Это чета глухонемых людей. И Василий, он наполовину якут, наполовину вен. А Ирина, она русская девушка из Тулы. И они познакомились, ну, в молодости, когда им было там еще меньше 20 лет, когда Василий приехал учиться. Ну, он родился здесь, в этих местах, как раз вот. Кемпиче, район озера, где вот они сейчас живут, озеро Кемпиче, озеро Гибалах. И он приехал учиться в Тулу, в техникум, и там познакомился с Ириной, и забрал ее к себе в тайгу. Ну, они полюбили друг друга, все, расписались, у них скоро какая-то, я уже сбилась со счета, какая у них там 30 годовщина, по-моему, свадьбы будет. Вот, и она стала оленеводкой, стала вот простая девушка, как бы средней полосы, научилась выделывать шкуры, пасти оленей, водить буран, вот. На оленях она тоже ездила. И вот она научила меня выделывать шкуру. То есть у них сохранились все... ну вот я ее выделываю. Но это я уже ее трухой лиственницы. А сегодня мне сказали, что в труху лиственницы надо еще добавлять сырую печень оленя, тогда будет еще лучше. Но вот этого я не знала, не делала. Вот, значит, это
Из снаряжения. Ну вот я еще просто флисовки обычно делают короткие, обязательно подшиваю. Удлиняю флисовку, чтобы закрывала нижнюю часть тела побольше. Делаю мешок, в котором остальные вещи, и он как подушка служит. Теплый спальный мешок у меня весит 1,5 килограмма, пуховый. А еще, на самом деле, вот это коврик оленеводов. Я увидела такой у Ивенов Хабаровского края. Ну, у них, правда, он у меня сшит из парашютного капрона, а они делают, из брезента просто вот так чехол и набивают его ворсом именно Сахатова. Не оленя, а Сахатова. Сахатый, у него шкура, вернее, ворс теплее. Ну, я тоже такой сделала, у нас в Подмосковье тоже лось водится, и охотник мне просто подарил этот ворс, и я набила, сделала такой коврик. Здесь, так как мне подарили еще и шкуру, было совсем тепло спать. То есть, холодно не было. Сменная обувь у меня, типа торбозов, только сделана из... Тоже сами. Самодельная, да, конечно. А тут да. внутри что? А внутри короткий валенок. Валенок. Толстый валенок, да, сменная обувь. Без сменной обуви, конечно, ходить нельзя, мало ли что. У меня, кстати, были на пути наледи, и там на лыжах нельзя было ехать. Но они разъезжаются, я шла пешком в ботинках. Но на самом деле, так как погода такая была, еще было не очень тепло, может быть. Там были участки мокрые наледи, но я смогла обойти, то есть я в лужи не попадала. Не было таких вот. Марина, про спальник расскажите, он у вас пуховый? У меня два спальника, один у меня пуховый, а второй у меня синтетический, да. И синтетический я снаружи пухового надеваю. И он служит как конденсатор, потому что пух, он быстрее, конечно, набирает влагу. Вообще в зимние походы пух, не рекомендуется использовать. Но здесь в Якутии, на самом деле, очень сухой воздух. Палатку я, конечно, утром выколачивала, она льдом покрывалась, но вот такого толстого слоя инея, вот чтобы прям совсем на лицо вот так бывает, я помню, просто на Полярном Урале, там просыпаешься и на лицо падает иней, много, влажность большая, то здесь такого не было, сильной влаги не было. А спальники у вас И фирмы коврик «Сплав»? толстый. Да, спальники, да у меня все снаряжение либо самодельное, либо от компании «Сплав», где, в общем-то, я работаю и тестирую всякое снаряжение, и новые разрабатываю модели. Так что у меня рюкзак и спальники, да, от компании «Сплав». Так что снаряжение не сильно там какое-то дорогостоящее, не какое-то особенное, но как бы подогнанное и проверенное. Я смотрю, и брюки у вас сплавовские, да? Куртка, и еще у вас сверху был пуховый костюм. Да, у меня еще была пуховка. То есть я надевала сначала более тонкую куртку, потом еще сверху пуховка, а сверху еще штормовка, чтобы не продувало. То есть я бывало шла в 3 куртках, холодно было, да. То есть да, в одежде нужна многослойность, и главное не потеть, не охлаждаться, и все время вот это чувствовать, контролировать свое тело, особенно когда идешь в одиночку, потому что в одиночном зимнем походе ошибок быть не должно, не заболеешь и все, что будешь делать, в общем-то. А еще расскажите, пожалуйста, про свой рацион, Марин. Что вы ели? Граммовка У какая? меня основная еда была, это каша с пеммиканом. Пеммикан был самодельный, это сушеное мясо, залитое жиром, растопленным свиным жиром, салом. Я заливала в пакет из-под сока. Было у меня граммов 600, наверное. И просто ножом отковыриваешь. Вечером сначала я набираю в полиэтиленовый пакет, я набираю побольше снега, заношу в палатку, чтобы не ходить все время за снегом. Потом черпаю кружкой в котел, вода растапливается, когда вода растопилась, я туда засыпаю вот этот пеммикан, он чуть-чуть поварится, и потом бросаю там 5 горстей риса, либо гречки. У меня рис, гречка была и крупа. 5 злаков. 5 злаков. Такая
такая, которую можно даже не варить. Ну, она там 3 минуты постоит под крышкой, готова. Вот, на перекус я немножко ошиблась, взяла на перекус. Ну, во-первых, я взяла на перекус. Перекус у меня был с чаем, с термосом. То есть я днем не разводила там костер, естественно, печку не ставила. Перекусывала печеньем с маслом, очень удобно. Мы в походы ходили, обычно намазывали масло на печенье, складывали там по порции. Но так как я одна, я просто брала пачку масла, откусывала сколько мне надо и заедала печеньем. Но была у меня еще халва в шоколаде, и вот это была ошибка, потому что халва в шоколаде, ну такие конфеты, они как порционные, удобно, мы в зимних походах использовали, но в такие морозы, как тут, конечно, я вот сломала зуб на этой халве. После этого я эту халву просто ножом, просто резала, мелко дробила и только так ела. Был у меня шоколад, какао, утром очень хорошо. Когда мороз, я утром просыпаюсь, какао завариваю. Вот летом я там кофе иногда, а вот зимой какао с маслом жирным и с молоком сухим, вот это прям утром так вот выпьешь, и так вообще счастье такое. На самом деле счастье просыпаться в палатке, когда печечка, вот солнце встает и тени от деревьев на стенках палатки, а тут еще какая-то птичка пропадает. Ой, у меня там, знаете, забили махноногие сычи, они ночью поют, и вот когда я начинаю петь, это у меня с весной ассоциируется. У меня на самом деле один такой был случай, это уже была, наверное, я же только первую ночь ночевала в избе, потом вторая ночевка у меня была перед перевалом, в последней зоне леса я ночевала. И, кстати, в этот вечер наступила не весна, а наступила перемена погоды. До этого я шла все время, лес был заснеженный, красивый, все деревья облеплены, и ветра не было. То есть был сильный мороз, но не было ветра. И вот я поставила палатку вечером, полюбовалась этой красотой, все закат, вот эти облепленные деревья, я между ними поставила палатку, никого нету. И тут плюх, шлеп, прямо на палатку она начала шелестеть, и сверху, короче говоря, поднялся ветер, и с деревьев начали сваливаться эти шапки. То есть пришла перемена погоды, и начался снегопад с деревьев, то есть все начало сваливаться, и все на мою палатку тоже свалилось. Но, в общем, утром, когда я вылезла, я не узнала окрестностей, то есть природа преобразилась, настала, другой вид появился, другой пейзаж. И если до этого все время солнечная погода была, то на перевал я шла уже в такой, немножко дымки было, солнце поддувало так. И когда я перевалила, 2 дня, потом шла безлесная река Чуаркан. На самом деле, я с самого начала даже не знала, по какую. Я планировала другой маршрут, Ирина с Васей мне рисовали другую дорогу. А на самом деле они пошли чуть-чуть другим путем. И там 2 дня не было хорошего леса. И вот на следующий день я иду, вот эта широкая долина, все красиво. Но, к сожалению, это еще до снегопада. Потому что, я говорю, не успела подобрать, фотографий мало в основном видео. И, короче говоря, я шла и не знала, как же поставить палатку. В принципе, это была палатка для лесной зоны. Я думала, что я везде буду в лесу. А тут я в открытой местности. И я уже в сумерках смотрю, то есть широкая долина, по бортам долины горы, на склонах там достаточно, крутых. Видны, что есть лиственницы, но ты не будешь туда забираться, на склон становиться. И я все думаю, где же встать? Потом я же иду по следу, а он прям посередине долины идет, а до каждого борта, может, по километру там. В сторону отклоняться не хочется. И я вижу впереди по курсу, вроде так что-то такое, вроде есть деревца, ладно, дотяну туда. И уже дотягиваю, да, действительно, около склона отдельно несколько лиственниц стоит. У меня уже сил нет, я туда доторопилась с основного буранного следа. Да, сходишь, между прочим, со следа и сразу тяжелее идти. И вот прям как для меня был подарок, там было 2 больших лиственницы, несколько кустов. А мне, чтобы палатку растянуть, все-таки нужны вот эти подпорки там, да? Ну и дров нужно немножко. Думаю, как же холодно, дров почти нету. Я ходила, потом ходила, не могу найти дров. То есть тут какие-то коряшки небольшие попадаются вот вокруг этих 3 лиственниц. И потом нашла
снегу, там какая-то была поваленная старая лиственница, думаю, ну все, я спасена. А сил это бревно уже пилить нету, думаю, ладно. Набрала каких-то там мелких дров, думаю, лиственницу на утро оставлю. Так что вы думаете, когда я утром пошла, сразу уже увидела, там были ивовые кусты, и в них были как раз куски, просто я вечером не увидела, да, достаточно сухие стволики ив, и, в общем, дров там было достаточно для меня. Так что вот везде находила какие-то. Марина, а в среднем вы сколько проходили за день? Я планировала проходить по 25 километров, то есть думала, дойду за 8 дней до Ирины с Василием. Ну, может быть, день запасной будет, а получилось, что проходила в среднем 20 километров, то есть до избушки, которая была в 100 километрах от старта, я шла 5 дней, получилось так. Ну, тут еще из-за того, что вот до перевала нельзя было в этот же день идти перевал, потому что дальше далеко безлесная зона, поэтому вот в первый день я прошла в 30, во второй всего там 13 километров, мне пришлось перед перевалом уже остановиться лагерем. Вот, потом 2 дня безлесных, но зато потом такая стоянка на берегу реки. Да, еще очень красивые наледи, конечно. Они, с одной стороны, красивые, с другой стороны, там страшно немножко, вот на второй наледи мне было. Потому что там следа уже не видно. Ну, меня предупреждали, где там более опасно, где лучше идти. Но все равно, когда идешь, вот это вот огромное пространство, голубое и склоны, как бы, ну, всегда идешь и думаешь, а если что, вот так, представляешь, если вода пойдет, а куда идти? До бортов долины очень далеко. Но в такой мороз, в общем-то, все было нормально. Хотя мне было немножко так вот страшновато, да, потому что не ходила по большим наледям зимой, только летом. Вот. Ну вот, вкратце, Марина нам рассказала про последний поход свой, ну, не последний, а вот, да, по Якутии. Может быть, у кого-то есть вопросы? Обычно. А связь с миром? А микрофон подаете, Итак, да? да, можно. Значит, связь с миром. На самом деле, мне предлагал Гавриил Гаврилович, глава администрации, взять с собой спутниковый телефон. Предлагал мне дать его на прокат. Но я не взяла, потому что не умею с ним обращаться, потому что боялась, что если сядет батарея, а я не позвоню, то еще больше буду волноваться. А потом у меня все места, где можно что-то греть, у меня все было занято аккумуляторами, еще телефон лишний греть. В общем, я не взяла. Никакой связи не было. Из-за этого, кстати, меня Вася пошел встречать, потому что к ним тоже какая-то дошла информация, не очень правильная, что я вышла 6 марта, и поэтому 16-го мне же он не дал дойти до конца, он уже, ну, они там думали, что я замерзла, и поехали меня встречать. И в 25 километрах, вот как раз за их перевалом, Вася приехал, он схватил меня в охапку, просто сжал чуть там кости, и он думал, что все, и вот там Федя к нему приходил, Вася, давай, она там замерзла, иди ее встречать. А им оленеводы там что-то передали, они по рации что-то, ну это не они, не Ирина с Васей не слышит, а Федя. Передали, что я вышла 8 марта в 6 утра, а они подумали, что я 6 марта вышла. Ну, как-то не знаю, в общем, 16-го мне не дали, в общем, дойти до них. Довезли последние 25 километров Вася. Я ему что-то объяснить было уже бесполезно, он меня запихал в свою куртку, штаны теплые, посадил на буран и все. И привез домой, доставил. Вот, так что, какие еще? Марина, я, во-первых, хочу вам передать восхищение, уважение от моих братьев оленеводов. Немножко волнуюсь. Они проживают вот как раз в Ижгаянских хребтах, круглогодично, они оленеводы, они вместе со стадами кочуют. И вот я им рассказывала про вас, о том, что вы одна бесстрашно ходите по Ижгаянских хребтах, что там 50 километров прошли, по Чукотке прошли, по Камчатке. И вот они удивляются, говорят, ну как она не боится? Они там круглый год, они там и с медведями, и с волками.
То, что насчет волков привлечение, это не привлечение. Они волки, они рядом со стадами оленей. Со стадами, да, они рядом со стадами оленей. И они говорят, что медведи у нас очень агрессивные. Может быть, как на Камчатке, на Чукотке, как-то там добрые. Но у нас как-то не очень агрессивные. Вот буквально в прошлом году у меня на племянника там, пришел медведь. Купил он здесь ружье, оно оказалось бракованное, первый выстрел у него получился, сбился, и медведь уже на него бросался. Хорошо там пришли вместе с ним другие. И вот они поражаются, как Марина ходит одна по Верхоянским хребтам. И вот они этого Василия и Ирину тоже знают, они говорят, что они недалеко от ихнего стада. Но понятие недалеко, конечно, для них это огромные километры, для них это недалеко. Они и Федю этого знают тоже. Ага, вот с высоких гор Верхоянского хребта начинается «Родина моя», то, что он сочинил вот эту песню. Это что у вас, вот, ходить вот на такие маршруты тяжелые очень? Это преодоление себя, это желание уединиться, или же выполнение каких-то функций, вот что это, или образ жизни? Желание испытать себя, это подспудно, конечно, тоже есть, но у меня зов какой-то, зов природы, зов вот, идти, пересекать пространство. Не знаю, в душе первопроходец, просто такой родилась, и я себя чувствую на природе, как дома, очень хорошо. Мне вот они спрашивают еще, как семья ее отпускает в такие... Да нормально, они наоборот, если я там долго дома, что ты засиделась, давай, иди погуляй. Конечно, переживают. Но у меня супруг, он тоже зоолог, в общем-то, он в экспедиции был. Он понимает, что это такое, но так не любят, как я, ходить. Но с пониманием, конечно. И просьба у них такая была, чтобы я с вами сфотографировалась, и когда они приедут в деревню, чтобы я им скинула фотографию с Мариной. Конечно. Спасибо большое. Вот еще желаешь? Вот еще. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Вообще ваш YouTube очень у нас популярный, да, и первый вопрос возникает такой, вот насколько это очень трудно же самому снимать? Вот мы просто на рыбалку ездим, да, и там чуть-чуть немножко поселфимся, а потом уже не до этого. А вы-то вообще там в таких страшных условиях ходите, это, наверное, очень сложно вот это и аккумулятор на себе таскать, и греть их на себе. И, кстати, вот тот очень интересный человек, Ричард, которого вы на Чукотке встретили, я его искал в интернете, у него всего там 2-3 фотографии лежит. То есть он как-то в себя путешествует, отшельник. А вы как бы всему миру хотите показать, это, наверное, очень сложно, да? Спасибо. На самом деле у них там просто, за границей у них там другая практика. Они действительно вот так вот открыто не показывают. Они вот за такое выступление, они большие билеты, дорогие билеты продают. То есть иностранцы о них информацию скрывают. Просто они на этом получают деньги, чтобы путешествовать тоже. Они на таких выступлениях просто зарабатывают на следующее путешествие. Нет, а я снимать просто очень люблю. Я вот, как все помню, еще была кинокамера, которую надо было вот так заводить. Я всегда вот ходила, у меня всегда была камера, какие только возможно было быть. Вот, то есть снимать это тоже моя страсть. И потом мне, конечно, очень хочется делиться, показывать людям, какая у нас природа, что вообще бывает, какие интересные места, события, люди. Просто видно, это тоже мое призвание, вот, делать фильмы, показывать людям. А на что снимать? А я снимаю на камеру, я сейчас ее не взяла. Камера Sony HDR 400E. Это старая еще модель, но она достаточно удобная вот в таких, как у меня, путешествиях, потому что у нее хороший оптический стабилизатор. То есть ее можно на ходу снимать. Она компактная. Аккумуляторов сколько берет? Все, которые у меня есть, а сейчас у меня 4, 5, 6, 7 аккумуляторов. Вот 7 аккумуляторов сейчас брала. И сейчас вот морозы у меня в день сначала по одному аккумулятору уходило. Я думаю,
Сейчас аккумуляторы хранить тоже особое. Ну, я сначала несла на шее, потом чувствую, у меня здесь шея начинает потеть, что-то не то. Я на пояс перенесла, на пояс тянуть трудно, ну ладно, как-нибудь. А ночью обязательно, вот я их кладу в спальник, во внутренний спальник, там все аккумуляторы, камеру, фотоаппарат. То есть это у меня святое, чтобы как бы, аккумуляторы всегда при мне, чтобы они были теплыми. Это да, все время не бережешь. В дальних походах вот, мне хватает аккумуляторов, запаса, которые у меня есть, я беру с собой зарядку. И когда я встречаю людей, ну даже у оленеводов, у них же есть движки, я там подзаряжаюсь. То есть я подзаряжаюсь там, где есть какой-то источник электричества. Так. А можно вопрос? У меня такой вопрос. Вы в основном по России ездите? В основном, да, но за рубеж я ездила на соревнования. Я же еще занимаюсь спортивным ориентированием радийным. А в следующий раз вы куда собираетесь? На соревнования или куда? Нет, следующее большое путешествие. Ну вообще-то я на это лето запланировала путешествие на Таймыр. Очень круто. Удачи вам. Спасибо. А расскажите, пожалуйста, о живности, которую вы встречали. О живности? Да, ну вот сейчас про сычи что-то начали и ушли в А. это. Ну, зимой, в принципе, живности не так много. Очень много белых куропаток. Ну, их постоянно видишь. Там в тундре все вообще не... Ну, в тундре, в лесотундре, все в их узорах, следах красиво. И взлетают они неожиданно. Кедровки летают. И вот махноногие сычи, да, запели. И у Ирины с Василием там тоже они живут. Тоже вот ночью выходишь, они так... Здорово поют. Никого особо не встречал. Ну, горных баранов мы встретили вот сейчас. Когда мы с Василием же, на самом деле мы сейчас пересекли Верхоянский хребет еще раз. Мы на Буране съездили в то место, где в Соболох маяк падает Мечен. Я же была уже на Верхоянском хребте и сплавлялась по реке Соболох, Собопол. И именно в этом месте я поймала своего первого большого линка. И вот в это место мы с Васей ездили на рыбалку, сколько там, 30 километров в один конец. И когда мы туда ехали, смотрим на скалу. Между прочим, в этом же месте как раз мы с Федором, ну когда Федор меня провожал, мы там встретили чукуку, и Федор его подстрелил, тогда мясо нужно было. А сейчас мы 5 вот этих баранов увидели, ну там была самка беременная и молодые бараны. Ну весной, естественно, не охотятся, мы только посмотрели на них. Очень интересно, их Вася скрадывал, он притворялся лосем, Сахатом так вот шел к ним. И себя изображал лося. Лосей только там пару, может, следов встречала. Так, конечно, я медведей встречаю много, летом бывает на Чукотке, вот, и на хребте Сунтар-Харита встречала медведя, который вот один раз на меня нападение было, ну не нападение, просто был такой, как бы предупредительный выпад сделала медведица, когда близко очень прошла, поздно заметила медвежат, они убежали от меня, а медведица подумала, что я, может, что-то недоброе таю, и побежала на меня, прям где-то метров 15 только побежала обратно, ну, было очень страшно. В смысле, вы бежали? Нет, бежать нельзя, нет, я стояла, у меня тяжелый рюкзак тогда был, еще начало пути, палка была, и я палку просто выставила и говорю, уходи. Но она бежала на меня, я вот отвернула, думаю, неприятно же смотреть на то, как тебя следят. Ну, не знаю, в общем, слава богу, она, смотрю, она уже обратно бежит, я думаю, слава богу. Ну, страшно было, конечно. Так что вот. У вас зимних походов много было, нет? Ольга. И насчет лыж еще второй вопрос. Вот лыжи местные вы испытывали, какие лыжи вам были предпочтительнее, какие понравились лыжи? Могли бы это как бы сравнить лыжи? Понимаете, я в этот раз пошла на спортивных, узких беговых лыжах.
потому что здесь мало снега, и я знала, что я пойду по буранному следу. Вообще, конечно, для охотников, там, для туризма не используются узкие лыжи. Но я решила вот рискнуть, и оказалось, что на узких беговых пластиковых лыжах очень даже хорошо. Вот я прошла этот маршрут, совершенно не жалею. Вот. А что вы еще спросили? Изготавливать с этим камусом, да? Таких. Ну, вы знаете, я ходила на таких лыжах с камусами, только туристических, ходила по Уралу. Ну, нормально, но просто на них можно хорошо тропить, и когда глубокий снег, можно где угодно пройти, можно в крутую гору подниматься. То есть, да, если, смотря какие задачи, походы или пути, если ходить круто в горы, круто подниматься и ходить по глубокому снегу, то лыжи с камусами, конечно, лучше. Широкие лыжи с камусами очень хорошо использовать. Но у меня была другая задача — пройти по буранному следу. Поэтому я использовала легкие, быстрые беговые лыжи. Мазь с собой брала, намазывалась. Все как положено. У Марины еще, кроме туризма, еще и спортивное ориентирование, чемпионка по спортивному ориентированию. В Новой Зеландии вы тоже заняли место, да? Призовое. Да, мы первый раз стали там чемпионками мира, но среди ветеранов только. То есть возрастной категории старше 40 лет. А так вот 2 раза мы становились чемпионками мира среди всех женщин. То есть не возрастной категории, а вообще среди всех женщин. Это было в Латвии и в Америке. Последний раз в 2017 году вот я была чемпионкой мира такой круглой. Еще я заметила, когда вы были на Чукотке, вы очень свободно называете очень трудно произносимые названия чукотские. Как это вам удается? Я просто очень люблю Чукотку, эту местность, и я очень долго готовлюсь к путешествиям. Я смотрю на карты, я представляю, как там все это будет. Когда смотришь карты, читаешь названия, у меня еще есть топонимический словарь, вот, чукотский как раз, и там я всегда ищу переводы, чтобы узнать, если это возможно, почему та или иная речка так называется. Ну и потихоньку запоминаешь что-то. Хотя вот местный якутский язык я пока еще не очень не освоила. Ну хотя некоторые слова, конечно, знаю. Кстати, очень интересно, вот там тоже где-то на слайдах, вот, ну обычная растопка, да, мне очень нравится, как оленеводы делают. Стружку эту мы как обычно стругаем, нож проводим, а оленеводы проводят, на себя тянут дерево, да. И вот эту стружку, например, хабаровские вены называют кукотлы. А вот здесь так не называют. Я спрашивала даже. Чепан. Ну вот, да. Чепан. Спа. А у меня вопрос. С какого времени вы вот решили путешествовать одна, да? И почему вот решили одна путешествовать? Ну, я работала в экспедициях вообще-то еще в студенческие годы, и меня начальник экспедиции вот как-то оставлял одну, мне было лет 19, наверное. Ну, просто в Хабаровском крае тоже было. Ну, в какой-то момент просто мне стало интересно, ну, это еще лет, там, сколько мне там, 23, там, ну, еще в юношестве, можно сказать, таком. Интересно же себя испытать, ну, в одиночку, просто вот захотелось. И вот первое путешествие, это было на Камчатку, одиночное, а просто вот мне захотелось пройти одной. Ну, и на Камчатку мне тоже очень хотелось. И в тот год как-то друзья не шли туда, ну, не было возможности. Вот я пошла и испытала себя. Мне очень понравилось. Нет, одиночное путешествие, оно, конечно, очень... Когда ты один, тебя ничто не отвлекает от единения с природой. Ты, ну, как-то лучше все это чувствуешь, впитываешь.
В общем, очень есть в одиночных путешествиях свой особый колорит. Печень сырую пробовали? Конечно. Ой, я сейчас чего только и сырого, и разные кишочки, и конины, и свежеразделанного этого оленя, тонкие кишочки, и вся, в общем, диафрагма. В общем... Сели, мозг, костный мозг. Костный мозг, да. Кстати, вот это я еще и на Чукотке ела, и в Хабаровском крае. И такой мозг, и глаз я пробовала. Молоко оленя? Молоко оленя, это я еще летом. А сейчас мне очень понравилось мороженое. Вот из оленевого молока я вспомнила вкус вот настоящего мороженого детства. Вот он вкус настоящий. Вот это просто фантастика. То есть, конечно, люди, которые вот до сих пор, слава богу, сохранили оленеводство и продолжают поддерживать и развивать, это только можно преклоняться. Марина, смотрите, а вы когда ходите по многодневке, у вас к концу похода, конечно, рацион уменьшается, и вы начинаете рыбачить. Нет, я всегда рыбачу, когда возможно, не только к концу путешествия. После конца путешествия я рыбачу более азартно. Когда голодный. Да, расскажите нам о своем спиннинге, какие блесна у вас. Ну, я беру вертушки, блесна, и в основном вертушки беру летом. Хотя, ну, на кольца лучше, конечно, колебалка большая, светлая. Спиннинг у меня телескопический, не очень длинный. Короткий, да? Чтобы бросать удобно было. Чтобы с лодки можно было бросать, не очень длинный, да. И леска-плетенка такая, которая, ну даже если вот я же бросаю иногда, плывешь по течению, бросаешь, и если зацеп, чтобы можно было подтянуться прямо на лодке к берегу. То есть крепкая должна быть леска, плетенка очень хорошая. И опять же, плетенкой можно всегда зашить какой-то, ну, шов ответственный, сделать плетенкой, леска плетенкой. То есть она двойная функция. Еще меня интересуют ваши сапоги, которые вы показывали. Внизу Эва, потом сверху. Для летних путешествий? Да, для летних. Ну вот с 2017 года я хожу в эво-сапогах летом, то есть поняла, что это очень хорошая обувь, вот для меня, например. Ну да, может быть, она там как бы не так хорошо держит голеностоп, как какие-то там ботинки зашнурованные, но эво-сапог, он легкий, он теплый, великолепно, в общем. И единственное, что те эво-сапоги, которые промышленные, высокие, они тяжелые, поэтому я беру короткий эво-сапог и сама приклеиваю голенище повыше, ну, чтобы получились болотные сапоги. Вот у меня первые сапоги весили 300 граммов один сапог. А вот Чукотку Верхоянский хребет я прошла в сапогах, пара сапог болотных весит 800 граммов. Очень-очень хорошо. Ну, внутрь, конечно, я вставляю, типа, носок, типа, вот, ну, не тормозов, ну, вот, что в тормоза надевают вниз. Ну, да, такие носочки тоже. Войлок? Нет, ну, Кенчи? можно меховой, ну, какой есть. А вот водонепроницаемые костюмы, скажите, они, которые вы сами Да, был в Ярославле завод Ярослав резинтехники, не знаю, сейчас он действует, и там выпускались отличные материалы, черный дождь, зеленый дождь, черный дождь это для шахтеров, чтобы они в шахтах, чтобы там ничего не промокало. Это прорезиненный капрон, черный дождь, великолепный материал. Вот у меня из этого материала я сделала, сама склеила себе гидроштаны и баллоны для каяка, ну, для моей лодки. Еще в 90-х годах, и у меня вот эти баллоны до сих пор на каяке действуют. Ну, штаны-то я уже несколько раз сшила, другие. Но вот сейчас, к сожалению, этого материала не достать. А так вот, черный дождь, чернуха, просторечие его называли. Вот. Ну, сейчас, правда, в Москве там один производитель «Красное солнышко» делал их, у него старые запасы остались. Я уже запаслась для своего путешествия будущего.
штаны весят 500 граммов, вот до сюда. И в таких можно, не бояться в лодке сплавляться. То есть, если тебя заливает валами, то все равно сухой остаешься. Сидишь в мокрой лодке, сидишь в воде, и у тебя сухая пятая точка. Можно вопрос, да? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже очень часто и люблю смотреть ваш YouTube. Мы все, по-моему, поклонники вашего канала. И у меня вот такой вопрос. Я знаю, что в 2002 или 2003 году вышла ваша книга «Одна на краю света». Да? И хотелось бы узнать, вы собираетесь переиздать эту книгу или написать новую? Я уже переиздала как раз, у меня закончился 3-й тираж как раз перед отъездом, я успела переиздать, и у меня дома лежит он, есть уже 4-е издание книги «Одна на краю света». Я написала еще одну книгу и выпустила, называется «Вдвоем по Сунтар-Хаяту». Это вот про путешествие, продолжение Верхаянского хребта, хребет Сунтар-Хаята через... На Мусхаю поднимались как раз. Хорошо. Как можно заказать вашу книгу? Она, во-первых, продается в магазине «Сплав» и в магазине, как же он называется, «Экстремальное украшение» в Уфе. Там Олег Чагадаев, он рассылает по всей России. У него интернет-магазин, и, по-моему, там у него самая дешевая цена, потому что он просто как бы мне делает. Если вам не трудно, дайте, пожалуйста, ссылку нашей книги. Хорошо, а так, в принципе, если я могу пачку или там 2, сколько надо, прислать сюда в Якутск, если буду заказать, я просто сама пришлю вам и все. Отлично, спасибо. И вот. Марина, здравствуйте. Мы с сыном большие поклонники ваши, очень следим за вами. И вот я использую ваш материал как воспитательный материал для своего сына, таскаю его и смотрю, вот, говорю, женщина идет сама пешком по 100 километров, а ты не можешь там 10 километров. Очень действенно. Спасибо большое вам. Следим за вами, подписчики, конечно, лайки ставим. Но мне как бы мы азартные люди, да, якуты, у нас и соревнования, мастер-рестлинг и так далее, камни поднимаем. Мы хотели бы вас хлестнуть с Беар Гриллсом. Как вы думаете, кто бы победил? Что сделать с Кристиной? Чтобы вы пошли маршрут с Беар Гриллсом. Мы знаем, что за ними ходят там куча, чуть ли не этими, съемочная группа, там, инструкторы, спасатели, вертолеты, а вы же пешком ходите сами. А вот слабо его с собой взять, да посмотреть, какой он из себя, этот Беар Гриллс. Там испытывали разные снаряжения. Ну, сейчас в компании «Сплав» работаю тоже по снаряжению и по продвижению, да. На сайт я выкладываю разные статьи, рассказы про путешествия, про другие путешествия. На YouTube-канал у них тоже выкладываю. Я, наверное, не совсем турист в этой компании, но я ТПшник, а работаю я стратегиологом, занимаюсь охраной труда. И вот я когда смотрю ваши, тоже YouTube смотрю, да, вот поражает правильное поведение человека в лесу, да, правильное поведение. Мне вот приходится рассказывать своим работникам, у меня геологи, геофизики, сотрудники, как надо себя вести. Но я не сталкивалась, я много читаю. Я много читаю про медведей, как вот это вести, да. Когда я сказала, что я только вам на встречу, мне сказали, боже, как она не боится медведей. Я говорю, она не ходит там, где не ходит, она правильно себя ведет. И поэтому вот я спросила про животных, потому что, действительно, вот человек, когда он куда-то идет, он должен знать, что он делает. Правильно, да? Продумывать и правильно себя вести. Вот, правильно сказала, вообще-то, правда, учиться можно на ваших путешествиях, как правильно себя вести в лесу. Спасибо большое. Спасибо вам. Скажите, пожалуйста, вот почему Сергей и Нина перестали ходить по маршрутам? Кто? Нет, почему? Они ходят. Просто у них так заведено, что они один год ходят в путешествие, а один год они живут у себя на так называемой даче на берегу Белого моря. И в этом году они будут на Белом море. Они просто там на месте отдыхают, как живут тоже такой лесной жизнью.
рыбу ловят. Но все-таки Нина уже, ей тяжелее, все-таки она в возрасте. А на следующий год они собираются в путешествие. Мне говорят, ну, вроде они на Сутар-Хаитах опять в хребет собирались. А печка вот которую... Да, это вот та же печка, это мы с Сергеем Ермаковым делали. Да, Сергей Ермаков. Ага. Эту печку он сделал специально для вот этого перехода зимнего, да? Да. Ну, такую можно, он такую летом даже использует, ну, когда прохладно. Всегда можно. У вас палатка не сгорела, когда На первом скуте не сгорела она, там чуть-чуть оплавилась, не сгорела. Да, ну там была другая печка. И там главное, там труба была другая. И здесь все нормально. Марина, как вы долго восстанавливаетесь после таких походов? Я сравниваю ваше состояние до и после, и есть разница. Вы устали? Ну, есть, конечно, да. На самом деле, после путешествия восстанавливаешься примерно столько же, сколько, ну, может, быстрее, конечно. Ну, да. Как вы поддерживаете свою форму? Каким спортом вы занимаетесь? Какие-то витамины пьете дополнительные, какие-то курсы? Расскажите, пожалуйста. Вот на самом деле что-то я вот никаких витаминов не пью и специально. Ну, я ем, у меня витамины самодельные, то есть там клюква, брусника, ягоды. Вот я такими природными витаминами стараюсь восстанавливаться. Ну, я стараюсь вообще есть натуральные продукты, не есть всякие там со всякими добавками. Так, когда у меня не болит нога, то я бегаю. Когда готовлюсь к соревнованиям, каждый день бегаю 7,5 километров, у меня 2 круга у меня в парке, там, в котором я бегаю. Каждую субботу мы ходим с группой друзей в поход выходного дня, нам километров 40 пешком, а если на лыжах 50-60 километров. Каждую субботу, вот, когда хорошая погода, ну, лыжная погода на лыжах, если нет, то пешком или бегом, 40 километров, ну, опять же, на самом деле у меня в этом путешествии, это путешествие мне вылечило ногу. У меня вот мы говорим тут о морозах, о волках, а на самом деле у меня был выбор, либо ложиться на операцию замены сустава на левой ноге, либо вот плюнуть на всех врачей, пойти в поход. Мне 3 врача сказали, что вот к одному он делал моей напарнице. На самом деле спорт высоких достижений он дает, конечно, себя знать. Но у меня еще травма с детства была, ну и не с детства, с юности. В общем, моей подруге делала операцию, врач подшивал мениск. Она говорит: Марина, ну пошли к нему, ну что ты уже хромаешь, там, я уже бегать, там, пробегу 10 километров, у меня нога болит. И когда я к нему пришла, показываю МРТ, он говорит: знаете, так, они там консилиум устроили, МРТ левого колена. Он говорит: знаете, если бы я не знал, кто вы, и вот подруга вас искала, я бы сказал, что вас привезли на инвалидной коляске, вы уже не можете ходить, вам положена операция, вы ложитесь на операцию, я вам сделаю все. И вот в феврале я должна была ложиться на операцию, и у меня уже по квоте все, вам положено, там уже последняя степень артроза. Я еще к одному врачу сходила, да, ну решать вам, как, да, вам нужна операция. Но я все не могла выбраться к своему хорошему хирургу, который вот мне делал операцию на другом колене. Вот. У меня оба колена травмированы, связок нету, то есть, ну, на этом нет связки передней крестообразной, на этой она стоит из моего сухожилия. Вот. И я к нему прихожу, он мне говорит: Марин, ну кто тебе сказал, кто тебе сказал делать операцию, не слушай этого врача. Запомни слово «задолбал». Вот когда тебя сустав задолбает так, что ты вообще не можешь, то тогда, это было перед Новым годом, давай я тебя проколю сейчас, там, 3 укола гиалуронки, там, через... Я до этого не соглашался, я говорю, я не люблю всякую химию, я не пью таблетки, то есть я всегда стараюсь лечиться, ну не лечиться, а как бы восстанавливаться своими силами. Но тут я говорю: ну ладно, если уж на то пошло, если выбирать между операцией и уколами, давайте проколем. Прокололи 3 гиалуронки. И я на лыжи после этого побежала, нога не болит, я радостная. Я коньком же еще бегаю каждую среду, там по 18 километров, у меня трасса спортивная, и для меня это очень большое тоже удовольствие. Все, нога прошла, я бегать могу, я все, поеду я в это путешествие, ставлю себе цель.
И тут с ногой что-то случилось так, что я вообще ходить не могу. То есть настолько, вот, ну, я думаю, неужели уже, ну, ночью спишь, повернуться не можешь, болит нога. Я думаю, ну все, неужели это задолбал, неужели мне ложиться на операцию, мне было так плохо. Я уже думала, что все, надо сдаваться. А тут мне подруга говорит, давай пойдем, тебе пиявки, у меня что-то распухло, пиявки поставили. Я говорю, пойдем, пиявки, поставили мне пиявки. Вот, ну, не знаю, помогли ли пиявки или еще что-то, но, в общем, ноге стало чуть-чуть получше. Я побежал, это было 17 февраля, как сейчас помню, я побежала к себе на трассу и пробежала свои 18 километров, и нога более-менее не заболела. То есть я уже на левой ноге нормально, ну, коньком, когда идешь, там, на одной ноге все-таки, ну, до конца распрямлять не могу, но все равно качусь. В общем, пробежала эти 18 километров и поняла, что рискну. И в этот же день я купила билет в Якутск и в СКР пишу Ирине с Васей, там, что все, я приеду. Вот. Но мне было на самом деле страшно, что нога откажет. Но после этого путешествия, я вам скажу, на самом деле подсознательно ты ногу эту все равно бережешь, когда, ну, просто в обычной жизни, а когда ты приходишь в необычную жизнь, когда тебе надо под Грозным в 40 градусов идти, то волей-неволей напрягаются обе ноги, и как бы у меня пошла нагрузка на эту ногу более равномерно. А потом еще растяжка, здесь очень много, и в санях ездить, там. И на буране тоже, мне же Вася еще на буране научил. Ну, короче говоря, моей левой ноге это путешествие пошло на такую пользу, в общем, я про нее забыла, что она болит. Так что путешествие для меня это еще восстановительное такое мероприятие, после которого, в общем, тело преображается. Вот это удивительно, да, я прям сама себе иногда не верю, а на самом деле это так. Оздоровительный эффект. Спасибо вам большое. Я хотела бы от лица Егора Петровича вручить вам его книгу, называется «Саха, Сылкыта, Якутская лошадь». Вот, он просил вам передать. Благодарю вас за встречу, было очень интересно. Мы ждем от вас новых фильмов, будем следить за вами, за вашими путешествиями. Мы все вас очень любим и восхищаемся вами. Еще одно слово. Добрый вечер. У нас сегодня уникальный человек. Вы подумайте только, 7 раз выиграть чемпионат мира по спортивно ориентированному. Арина Владимировна. И профессиональная чемпионка России, выпускница Московского государственного университета. Вот. Все, что она делает, это естественно, это четко, ясно показывает, насколько человек сможет сделать. При одном условии, если этот человек обеспечивает безопасность, продумывая каждый свой шаг, продумывая и готовясь к этому. Я почему так говорю? У нас в Якутии на следующий день не только Галина Владимировна была, но и сейчас находится еще одна группа, лыжная группа находится. Вот. И каждый раз мы вопрос ставим о готовности, о обеспечении безопасности. Почему я это говорю? Потому что я являюсь начальником отдела профилактики чрезвычайных ситуаций и безопасности туристской деятельности Службы спасения республики. Поэтому все те туристы, которые проходят по тому или иному маршруту, мы их прослеживаем. Естественно, мы Марину Владимировну тоже прослеживали. Где народ боялся, это первое, как говорили, наши дикие животные, звери, и второе, тот налет, который вы прошли, о котором мы с вами разговаривали. Вот этот налет, да. И единственное, и при той обуви, которая у нее есть, пройти этот налет и в воде намочить, этого, конечно, естественно, боялись. Поэтому, друзья, перед подготовкой выйти на любой маршрут,
надо очень-очень хорошо подготовиться, вплоть до каждой мелочи. Почему? Потому что источники опасности могут встречать людей всюду. Я не говорю, что экологическая опасность, техногенная опасность или еще какие-то другие. Вот. Даже то, что вот подготовка, так как вот вам сегодня рассказала Марина Владимировна, это, естественно, это высочайшая подготовка профессионала, путешественников. Вот. Она есть специалист по выживанию. Специалист по выживанию, притом и в лаборатории, космической лаборатории, которые готовили космонавтов, как они должны выживать, ну и по геологоразведке. То есть как раз те отрасли. А сегодня она занимается, вот, показывает выживание всем нам. Поэтому вы все очень близки мы туризму, поэтому вот то, что она делает, и каждый раз надо быть очень-очень готовым к проведению таких мероприятий. На сегодня еще одна группа у нас находится. Вот. Если Марина Владимировна семикратная чемпионка мира по спортивному ориентированию, на сегодня у нас находится тоже семикратный чемпион России Чахатьяне от Тагурамович, правильно? Да, Чахатьяне от Тагурамович, семикратный чемпион России, мастер спорта международного класса. Между прочим, Марина Владимировна тоже мастер спорта международного класса. Вот, поэтому поздравим ее. И вот смотрите, да, как люди издалека, вот Чахатьяне тоже с Москвы приехал с группой. И они старт приняли с Батагая и должны дойти до Хону Момского района. И вот такая вот мощная сила, которая сейчас в зале сидят, нам тоже куда-то все равно можно идти спокойно, готовиться. Притом мы знаем наш климат, мы знаем условия, у нас нет никаких проблем преодоления какого-то менталитета, психологического барьера у нас нет. У нас куча преимуществ, чтобы пройти тот или иной маршрут по своей республике, по своей России. Вот. Пожалуйста, вот, будьте как пример Марины Владимировны и вперед. Вот. А мы будем сопровождать к ним, если идти. Спасибо.